Проект «Федеральный уровень» посвящен работе главы Якутии за пределами республики. Журналисты федеральных СМИ задают свои вопросы руководителю региона. Егор Афанасьевич, вопрос от информационного агентства «Интерфакс». Как республика готовится к паводковому сезону? Что власти республики предпримут для того, чтобы пройти его спокойно? И ожидается ли в вашей республике наводнение и подтопление? В Иркутске в оперативном плане состоялось очень такое серьезное совещание, и мы здесь были приглашены аппаратом президента и проинформировали о той ситуации, которая сегодня слагается в нашей республике. Но мы, конечно, понимаем, что республика и по своей территории, и по своим объемам всегда находилась в центре внимания российского правительства, руководства страны. Мы, соответственно, представили информацию по паводковой ситуации и по лесным пожарам. Информация была представлена объективно с учетом мониторинга сил МЧС и метеорологической службы, и с учетом наших наблюдений, которые мы сегодня ведем в рамках тех решений, которые мы сами по себе, по республике принимали, и по организационным работам, которые ведем. Сегодня считается, что и по метеорологическим прогнозам паводковая ситуация находится под контролем, организационные и превентивные меры приняты все, и, соответственно, пока ситуация именно весеннего половодья идет по показателям ниже критических. Это мы довели до президента. А с другой стороны, по паводковой ситуации мы настораживаемся и обратились с просьбой о том, что усилить мониторинг метеорологической службы МЧС по отношению к бассейнам реки Колыма, Индигирка, Яна. Это речь идет о том, что все помните, в октябре, в ноябре, в декабре выпал 2- и 3-месячные нормы снега. И они сегодня создали трудности и продвижения зимника прошлой зимой, и сегодня уже речь идет о запасах воды, которые появятся в так называемой черной воде и в летний период. То есть, если сегодня половодье или скрытие рек идут нормально, то в конце июня, в начале июля, в августе могут появиться определенные сложности по этим рекам. Это во-первых. Во-вторых, мы за последние 15 лет очень много работы проводим по строительству инженерных сооружений по защите населенных пунктов. Мы построили более 70 километров капитальных инженерных сооружений по защите населенных пунктов в Ленске, в Алекминске, в Якутске. Исключили таких угроз более 350 тысяч человек населения. И сегодня у нас в республике остается в зоне риска 45 тысяч человек населения, примерно 120 населенных пунктах. Это наши маленькие поселки, это некоторые районы, центры, по ним мы принимаем решения. Ну и что я поставил перед президентом? Во-первых, конечно, у нас с учетом нашего опыта работы прошлых годов по противопожарной деятельности именно с точки зрения лесных пожаров, мы испытывали сложности по мобилизации людей с учетом отсутствия полномочий у муниципальных образований. Я обратил внимание на этот вопрос, и президент поддержал. Далее мы все-таки по лесным делам и по тушению пожаров получили полномочия федеральные, и, соответственно, с этими полномочиями должны были прийти субвенции, финансирование. Мы считаем, что они недостаточны, и вчера доказали о том, что это недостаточность подтверждается несовершенством методики распределения средств среди субъектов Российской Федерации. Это тоже было учтено и дано поручение министра финансов. Далее мы вчера вопрос подняли о создании филиала авиалесохраны Федеральное государственное унитарное предприятие, потому что мы самый большой объем эксплуатационного леса имеем среди
субъектов Российской Федерации. И, соответственно, территория большая, а Велисокрана филиала федеральное учреждение не имеет. Поэтому мы тоже в этом плане вопрос озвучили. И далее мы очень серьезно отнеслись к вопросам профилактического выжигания сельхозназначения земель от старой травы, то есть по-простому, по-народному называется сельхозпалы. Постановление правительства Российской Федерации полностью запрещает. Я недавно обращался к министру чрезвычайной ситуации Пучкову, министру сельского хозяйства Ткачеву, и они не были поддержаны. Поэтому я вынужден был обратиться к президенту, и президент Российской Федерации поддержал нашу просьбу и сказал, что полномочия регулирования этого процесса надо передать субъекту. Мы вчера обсуждали вопросы и более текущего момента, речь идет о авансовых платежах со стороны Министерства финансов. И все в совокупности, конечно, было принято президентом, и мне очень было приятно, когда он по каждому пункту, который я озвучил, давал поручения и правительству Российской Федерации, и министрам, руководителям, которые присутствовали, министре финансов, МЧС, помощнику своему Белоусову Андрею Ремовичу и другим руководителям. Скажите, пожалуйста, как будет решаться проблема медленной раздачи земельных участков многодетным семьям в республике? В какие сроки они будут обеспечены инфраструктурой, эти земли, и сколько средств планируется на это выделить, в том числе в ближайшее время? Спасибо. Понимаете, эта тема, она постоянно находится в центре внимания руководства республики, хотя это непосредственно полномочия муниципальных образований. Каждый муниципалитет владеет землями, владеет инфраструктурой, и насколько возможно, они в рамках тех требований, которые ставятся и руководством страны, и руководством республики, они должны были эти вопросы решать. Но, к сожалению, представление земель они произвели. У нас сегодня по республике было заявлено 19 тысяч участков от многодетных семей. В частности, большая проблема у нас наблюдается в городе Якутске. В сельской местности это вопросы, ну, хотя и тоже есть определенные проблемы, особенно в районных центрах, но они в последнее время решаются. Вот я как пример привел бы Горный Луз, там и в районном центре, и в населенных пунктах они вначале создают инфраструктуру за счет и федеральных, и республиканских муниципальных средств, а потом уже выделяют участки. И, соответственно, там проблемы, в принципе, недовольства нет. А вот в городе Якутск у нас получилось так, что более 6 тысяч участков были представлены. Это в стороны и кельдямцев, и в сторону Жатая, и в сторону Катасов. Но при этом инфраструктура не была решена, и, соответственно, люди стали беспокоиться, люди стали чувствовать определенную сложность. И, конечно, здесь есть определенный момент, связанный с предоставлением земель, потому что в основном это те люди, которые приезжают в Якутск в те или иные времена и начинают заявлять на такие участки. Это многодетные семьи. И сегодня я вынужден был принять решение о том, что подписал указ в конце прошлого года о том, что за 3 года эту проблему надо решить. Я думаю, правительство республики, соответственно, под это дело нам необходимо не сотни миллионов, а миллиарды рублей. Поэтому правительство республики, насколько возможно, поддержит муниципалитеты для того, чтобы решить эту проблему с точки зрения строительства инфраструктуры. В частности, только на 1 700 000 000 надо израсходовать на подъездные пути, более 1 миллиарда рублей надо израсходовать на электрификацию и, соответственно, и газификацию. Поэтому суммы большие требуются. Но мы будем решать в течение 3 лет.
Ростуризм заключил соглашение о предоставлении субсидий в 2017 году из федерального бюджета 22 субъектам Российской Федерации на мероприятия федеральной целевой программы развития въездного и внутреннего туризма с 2011 по 2018 года. В число таких субъектов вошла и Якутия. На что предполагаемые средства потратит республика и какая сумма будет выделена на данное направление? Спасибо. Ну, это речь идет о проекте «Северная мозаика» на Табегинском мысу. Там работы уже начались, инфраструктура создается. Но эта тема была понята на уровне Народного фронта, когда разговор шел у президента Российской Федерации. И я считаю, ошибочно была названа и наша «Северная мозаика», что якобы там деньги выделены, а инфраструктура не закончена. Да, инфраструктура не закончена, потому что по графике мы должны закончить в этом и следующем году. И половина финансирования, которое было предусмотрено федеральным бюджетом, мы получили, освоили. Еще осталась половина, которую мы освоим, это около 370 миллионов рублей. И, соответственно, эта работа будет вестись. То, что выделено, оно освоено, прокуратура проверяла, непосредственно руководитель агентства по туризму федерального Олег Сафонов сам приезжал, походил, посмотрел и был удивлен, почему такая информация ушла через Народный фронт. Но, с другой стороны, мы заинтересованы, чтобы этот проект был осуществлен. Мы все-таки в последние годы в Якутии создаем определенные условия развития въездного туризма, хотя это очень сложная задача. Первая проблема – это дорогая стоимость проезда, скажем, перелетов из других стран сюда. Вторая – это отсутствие определенной инфраструктуры с точки зрения гостиничного хозяйства. Это для нас, конечно, большая проблема, хотя много вроде гостиниц есть, но соответствующего уровня у нас, к сожалению, нет. Ну и третье – это те проекты, которые есть в Якутии, они имеют разнонаправленность, это и охотничий, экологический, и непосредственно и краеведческий и так далее. Очень много вещей, которые можно объединить в одни проекты, комплексные для того, чтобы привлечь туристов. Пока это нам не удается, мы вынуждены этим заниматься. Хотя среди субъектов и Дальнего Востока, и Российской Федерации Якутия считает более активным субъектом по продвижению туристического бизнеса. 3 года назад в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья в якутском поселке Житай был сдан первый в регионе энергоэффективный дом. Нас интересует, получило ли развитие строительства таких домов? Каковы перспективы внедрения энергосберегающих технологий в республике? И второй вопрос связан с тем, что на протяжении нескольких лет строительная газета писала о необходимости внедрения передового опыта при строительстве ледовых переправ. Сделано ли что-нибудь в этом направлении минувшей зимой? Мы хотим эту идею и эти проекты проталкивать через федеральное правительство, потому что, во-первых, это проекты дороже примерно на 20%, чем обычные проекты. Это имеется в виду о так называемых умных домах или энергоэффективных домах, где, соответственно, и конструкция сама по себе строительная, и оборудование немножко иного уровня, чем обычные дома. Но с другой стороны, они очень быстро окупаемые, и они очень полезны или они важны для потребителей. То есть для жильцов, потому что жильцы оплачивают квартплаты, там, коммунальные услуги и так далее. Вернее, коммунальные услуги намного ниже, там 20-25%, чем обычные, в обычных домах. Это же именно ради людей, на такое надо идти. И недавно на заседании Государственного совета, где обсуждались проблемы коммунального хозяйства, когда обсуждались
программа переселения из аварийного жилья и так далее. В докладах было озвучено, что в Якутии этот эксперимент хорошо проводится. 10 домов в Жатае построили, целый микрорайон появился. Это же очень важно и это очень нужно. И это надо будет распространять. Мы за поддержкой фонда по содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства на федеральном уровне поддержку получаем, но ее надо поставить на как государственную политику. Вот этого пока нет. Но мы в республике совсем недавно тоже обсуждали тему энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, и, соответственно, эта тема, она сама по себе востребована, появляется. И думаю, что в наших дальнейших действиях по строительству жилья это направление будем постепенно развивать.